Закапываем землей и поливаем. Алгоритм нехитрый, но этого достаточно, чтобы молодые березы прижились, рассказывает Аида Зиеддинова. Конечно, для будущего поколения большой подарок и как воспоминание о наших мероприятиях, так и для них, конечно, радует глаз, когда красивый город зеленый. Конечно, это очень здорово. Как правильно вырастить дерево, не понаслышке знает и Айдар Камильянов. Приходилось помогать родителям на даче. Сегодня уже посадил несколько саженцев. Такая небольшая веха. Конечно, рад. Я уже давно работаю в дирекции. И десятилетие дирекции, это большой этап лично в моей жизни и в жизни моих коллег. Зеленых красок сегодня добавили в сквере на улице Парина. За лопаты взялись депутаты и те, кто стоял за организацией универсиады в Казани. Акцию приурочили к 10-летнему юбилею дирекции и Международному дню студенческого спорта. Как еще один элемент наследия универсиады, именно после Казанской универсиады ЮНЕСКО приняло по инициативе ФИСУ решение о праздновании 20 сентября, то есть сегодня, Международного дня студенческого спорта. Сегодня не только в Казани организовываются такие мероприятия, по всему миру. Сейчас во всех университетах, во всех федерациях отмечают сегодняшний Международный день. То наследие, которое осталось в Казани, это дорогого стоит. Общими усилиями здесь поселились ели, березы, рябины и липы. Получилась целая сборная из 150 деревьев. Принять участие в акции сегодня решил и я. Для посадки выбрал вот такую ель. Дерево крепкое и неприхотливое и должно прижиться на любой почве. Зеленая акция проводится в 5-й раз. Традицию обещают продолжить и в следующем году. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.